Смотрите, мы не зря включили в резолюцию пункт 5. Поручаем исполкому активизировать работу по взаимодействию принятия этого закона. Принципиально возражений я вот не услышал. Во всех выступающих я не услышал принципиальных возражений против тех пунктов, которые здесь предлагается вот это принять. Вот. Есть вопросы по формулировкам там, и так далее. Поэтому я предлагаю за основу этот проект принять в собрании и поручить исполкому Крымско-Татарского народного фронта, который собрать вот на следующей неделе, как мы всегда там еженедельно собирались, а сейчас настало время опять еженедельно собираться исполкому, с учетом всех вот предложений, которые тут были высказаны, они все внимательно записаны, довести эту резолюцию до логического завершения и направить необходимым адресатам, к кому тут обращаются. К президенту, значит, к президенту. К властям, значит, три ветви власти. Президент, кабинет министров, Верховная Рада. Власти республики, это значит Совет министров республики, Верховная Рада республики, представительство президента республики. Я думаю, что если вот такое предложение принимается, то давайте тогда я... Нет. Да. Ты озвучил две позиции, совершенно противоположные. Вот по этим позициям как будете определяться исполком? Я поэтому говорю, мы за основу принимаем, а по всем предложениям, которые здесь высказаны, это уже в рамках АМАС на исполкоме решение принимается исключительно консенсусом. То есть там, если даже один человек будет против, он не принимается, то есть обсуждается до последнего этого самого звоночка. Поэтому, если есть такое предложение, принять эту резолюцию за основу и поручить исполкому довести с учетом всех этих высказываний, в том числе и вот по тем спорным вопросам. И потом, принимается за основу, но у нас есть практика. Документ принимает юридическую силу только в том случае, если он конкретно подписан. Поэтому мы все знаем, кто был тут присутствовал на собрании. Из ветеранов национального движения. У нас есть все координаты, телефонные списки. Есть представители Крымско-Татарского народного фронта, тоже списки телефонные все есть. Вот. После того, как резолюция будет утверждена на исполкоме, она будет предложена каждому участнику этого собрания в течение недели подписать этот документ самостоятельно. Как мы это всегда и делали. И эти документы как раз-таки не вызывают никаких сомнений в их подлинности. Поэтому каждому из вас будет еще предложено лично подписать. Если кто-то будет, даже после того, как он будет на исполкоме фронта утвержден, будет против, он может просто его не подписать, значит, он к этому документу не имеет отношения. Вот и все. Поэтому я прошу вас поддержать за основу предлагаемую резолюцию. Можно ставить на голосование? Да. Тогда, с вашего позволения, я ставлю на голосование вот эту резолюцию. Каждая на руках у вас она имеется. Кто за принятие данной резолюции этого собрания за основу с дальнейшим поручением исполкому Крымско-Татарского народного фронта довести ее до логического завершения с учетом всех высказанных на данном собрании замечаний, предложений и уточнений. Кто за это, прошу поднять руку. Спасибо. Кто против? Нету. Кто воздержался? Два воздержавшихся. Не, я шучу. Все, значит, спасибо огромное.